перехода через реку Марху завершат в срок. Глава республики работает в Нюрбинском районе. С 1 июля этого года в России начали действовать новые правила по размещению молочных и молокосодержащих продуктов на полках магазинов. Как соблюдают новые требования в Якутии? Стали известны районы, в которых в ближайшие годы будут проводить эссе Холонхо. Глава республики своим распоряжением утвердил их список с 2020 по 2024 годы. В эфире новости. В студии работает Ольга Башлук. Здравствуйте. Заявление о распределении среди наследников средств накопительной части пенсии теперь можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России, а не только по месту жительства. Как уточняют в Пенсионном фонде, человек имеет право заранее определить правопреемников среди своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними эти деньги в случае его смерти. Для определения правопреемников необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Если этого не сделать, правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители. Отмечу также, что правительство страны пока не готово размораживать пенсионные накопления. Минтруд предложил продлить мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, до 2022 года включительно. Тем временем уже с 1 сентября этого года существенно поднимут зарплату рядовым и сержантам, служащим в вооруженных силах России по контракту. Кроме того, вырастет размер компенсации рядовым и сержантам-контрактникам за наем жилых помещений. Это уравняет их с офицерами и прапорщиками. Отмечу, что с предложениями по повышению соцзащиты этой категории военнослужащих выступили в Минобороны. Денежные компенсации коснутся и коренных малочисленных народов. Тем самым предлагается возместить ущерб от экономической деятельности предприятий и физических лиц. Порядок выплат должен разработать Кабинет министров. По данным же Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране проживает 316 тысяч представителей коренных малочисленных народов. Из них более 80% на севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Именно они являются высокоперспективными с точки зрения освоения природных ресурсов. Другой законопроект о расширении территории опережающего развития на водные объекты прошел второе чтение в Государственной Думе. Проект предполагает включение в территории опережающего развития поверхностных водных. В поддержку законопроекта проголосовали 334 депутата. Как пояснили в Минвостокразвития России, изменения в действующий закон позволят резидентам этих территорий осуществлять деятельность, связанную с использованием водных объектов, в частности, рекреационную деятельность, строительство гидротехнических сооружений и другие. Между тем, в МВД рассказали о новых мерах поддержки для переезжающих в Россию соотечественников. Государственная программа содействия добровольному переселению в ближайшее время будет усовершенствована. В частности, при переезде на Дальний Восток люди получат дополнительную соцподдержку. Также в перспективе будет увеличен с 3 до 5 лет срок действия свидетельства участника госпрограммы и расширен круг лиц, которые считаются членами семьи участника этой программы, а значит, тоже имеют право на льготы и выплаты. К слову, в прошлом году в рамках этой госпрограммы в Россию переселилось более 100 тысяч наших соотечественников. Переходим к новостям непосредственно нашего региона. Глава республики сегодня во второй половине дня работает в Нюрбинском районе. К этой минуте Айсен Николаев ознакомился с ходом строительства мостового перехода через реку Марху. Строители заверили руководителя региона в том, что успевают завершить объект в назначенный срок, трудностей не испытывают. Далее Айсен Николаев встретился с работниками механизированного звена МТС Нюрба-Агро, затем посетил шлюз-регулятор в местности Качай. А в эти минуты глава республики дает старт строительству нового здания Нюрбинского драмтеатра. Первый этап диспансеризации прошли 44% якутян. В него включены профилактический медицинский осмотр, скрининг на выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови, краткое профилактическое консультирование и осмотр врачом-терапевтом. И если на первом же этапе будет выявлены показания для углубленного осмотра, то гражданину предложат пройти второй этап диспансеризации. На нем будет уточнен диагноз заболевания с осмотром и консультацией узких специалистов. К слову, второй этап диспансеризации уже исполнен на 33%. Всего же диспансеризацию в республике должны пройти около 600 тысяч человек. Это 100% взрослого населения. Она будет проводиться во всех медицинских учреждениях республики.
С 1 июля этого года в России начали действовать новые требования по размещению молочных и молокосодержащих продуктов на полках магазинов. Отныне продукты без заменителя или заменителя молочного жира должны сопровождаться соответствующей информационной надписью. Нововведение должно помочь потребителям выбрать подходящий товар. В управлении Роспотребнадзора по республике сообщили, торговые точки в Якутске в целом соблюдают технический регламент и маркируют товары в соответствии с новыми правилами. Обратите внимание на маркировку товара, то есть наименование продукта должно начинаться обязательно со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». То есть заменителями молочного жира товары не должны называться как сырок, творожок, маслице. Если сыр изготовлен из заменителя молочного жира, он должен называться молокосодержащий продукт, изготовленный по технологии сыра. Начинается процесс проектирования Тамторского редкометального месторождения в Оленёкском районе. Кроме того, уже налаживаются связи с поставщиками оборудования. По словам руководства, с третьего квартала 2019 года и по 2021 год будет проводиться подготовка проектной документации, а также прохождение экспертиз. После этого начнутся строительно-монтажные работы, и уже в 2023 году будет запущено производство. В том же году первая партия руды отправится на переработку. Не является опасным грузом, не является радиационным материалом. Сырье с повышенным содержанием природных радионуклидов. Требует специальных мер по обращению, то есть каких? Руда должна быть упакована, защищена от рассыпания, от пыления, перевозиться в таких условиях. Перевозиться может всеми видами транспорта. Поэтому и предполагается, что руда будет упаковываться в бигбэги специальные, да, и после этого уже транспортироваться. Вторая, да? Стали известны районы, в которых в ближайшие годы будут проводить эссе Холонхо. Глава республики своим распоряжением утвердил их список с 2020 по 2024 годы. Согласно документу, в 2020 году эссе Холонхо пройдет в Алекминском районе, в 2021 в Аймиконском, в 2022 в Верхневилюйском, в 2023 в Амгинском и в 2024 в Нирюнгринском районе. Что касается ближайшего мероприятия, то в ходе рабочей командировки в Алекминский район Айсен Николаев посетил территорию ландшафтно-этнографического комплекса «Солнечная долина», где и планируют проведение эсэха. Там уже началось строительство трибун, рассчитанных на 3000 мест, построены обрядовые объекты для встречи солнца и коновязи, сделанная из лиственницы, которой 166 лет. Проект «Читающий город» тем временем реализуют в Алекминске. Там открыли сквер, предназначенный для чтения. Елена Фаст расскажет, удастся ли увеличить количество любителей книги такими проектами. В последнее время книга бумажная начала было сдавать позиции своим электронным собратьям, а между тем само перелистывание страниц уже создает особое настроение. Теперь любой житель или гость Алекминска может получить такое удовольствие прямо в центре города, на сквере труда. Мы организовали читающую остановку в районе мастерских. Там новый микрорайон возник. И там организовали читающую остановку, то есть остановка там читающая. Но там-то востребовано очень, потому что мы не успеваем туда возить книги. Потому что у нас там есть волонтеры, и они звонят, фотографии посылают. Нина Яковлевна, полка пустая. А сейчас уже стали звонить и говорят, тех книг нет, которые привезла, а взамен другие есть. Так что я думаю, там есть такой обмен идет. Ну вот здесь вот решили читающий сквер продолжить дальше. Это у нас уже 3-й этап. Симпатичные беседки, удобные скамейки и полки уже заполнены книгами и журналами. Часть из них предоставила Центральная библиотека, часть принесла Альбина Михайловна в дар. Я призываю всех, пожалуйста, такие книги, у кого есть, наверное, принесите, пополняйте полки этими книгами. Это будет очень здорово. Уважайте и любите наших горожан. Не успело мероприятие завершиться, как первые посетители уже начали листать страницы. Здорово, делились они. Так и надо везде почти поставить. Почему бы и нет? Интересно же. Книги, это же кладезь знаний. Серьезно говорю, нужно везде их поставить почти. В центре города, вон там, на площади. Почему нет? Классно же. Это и хорошо, и полезно. Можно и в тенечке посидеть, и книжку почитать. Обязательно буду сюда ходить и друзей водить.
Светлана пришла сюда не одна, с маленьким сынишкой, сама любитель книг. Очень надеется, что и молодежь научится любить чтение. Мне кажется, востребовано будет центр города, приобщение к культуре. А вы бы воспользовались такой? Конечно, я очень люблю читать. Елена Фаст, Алекминск. А вот Ленск отпраздновал свой день рождения. Городу исполнилось 276 лет. Свое существование он начал с поселка под названием Ухтуя. А 56 лет назад перешел в статус города, который назвали в честь реки Лены. Как ленчане отметили день рождения родного города, расскажет Марина Крутихина. Ленск отметил свой день рождения. Ключевые мероприятия прошли на обновленной площади имени Ленина. Ее открыли после завершения первого этапа реконструкции. Одно из самых долгожданных событий – презентация нового памятника Ленину. Работы велись с прошлого года. В ходе реконструкции площади памятник убрали с привычного места, но сохранили и поставили на новый постамент. Для старшего поколения это знаковое событие. Это очень большое событие для нас, особенно старожилов. Я являюсь старожилом Ухтуи. Я здесь родился, вот справил 1,5 месяца назад 80 лет, и поэтому, значит, вся наша жизнь была связана с именем Владимира Ильича Ленина. Душевное успокоение наступило. Равновесие есть. Пьедестал неплохой. Ну, из мрамора сделанный. Так что душевно успокоился. Со спортивным азартом впервые прошла легкоатлетическая эстафета на кубок главы города. В ней приняло участие 4 команды из 36 человек. Главный приз – кубок и сертификат на сумму 26 тысяч рублей. Их обладателем стала команда Ленского линейного производственного управления магистральных газопроводов. На спортивной площадке городского парка в День города шли финальные игры соревнований по мини-футболу на приз главы города. В этот день маленькие жители города поставили рекорд. Раскрасили самую длинную раскраску в Якутии. Ее длина составила 18 метров. В аллеях возле площади свои работы выставили мастера декоративно-прикладного искусства и художники города Ленска. Было шумно на локальных площадках. У фотозон, аквагриме, выставки и мастер-классе рукодельниц, аттракционах и детских игровых зонах. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Таковы были новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.